Ибрай Алтынсарин родился 20 октября 1841 года в Аракарагайской волости Николаевского уезда. Ибрай рано лишился отца и воспитывался у своего деда, известного бия Балқожа Жамбуршина. В 1850 году Балқожа бий определил Ибрая в школу-интернат при Оренбургской пограничной комиссии. Алтынсарин успешно окончил ее в 1857 году и в течение 3 лет работал писарем у своего деда Балқожа, управляющего узунским родом племени Кыпчаков. Некоторое время Алтынсарин работал переводчиком в Оренбургском областном правлении. В 1860 году областное правление поручило ему открыть начальную школу для казахских детей в Оренбургском укреплении, в которой он назначался учителем русского языка. Открыть школу в глухом городке было делом нелегким. Не было средств, не было поддержки областного правления и местных властей. Однако трудности не остановили Алтынсарина. 8 января 1864 года состоялось торжественное открытие школы. Так началась просветительская деятельность Алтынсарина. В 1879 году Алтынсарин получил назначение на должность инспектора школ Тургайской области. В этой должности Алтынсарин работал до конца своей жизни. В 1883 году Алтынсарин переехал в Николаевский уезд. В родном местечке в Аракарагайской волости в 3 километрах от города Кустаная на сгибе реки Тобол, на островке, где имелось небольшое озеро, получившее впоследствии название Инспекторское, он построил дом, где жил и работал до самой смерти. Ибрай Алтынсарин скончался 17 июля 1889 года и был похоронен по казахскому обычаю при огромном стечении народа недалеко от своего дома на берегу Тобола рядом с могилой отца. Перед смертью Алтынсарину было присвоено звание статского советника, что по тем временам соответствовало генерал-майору от инфантерии. Выдающаяся историческая заслуга Алтынсарина заключается в том, что по его инициативе, при самом непосредственном его участии, была создана в Казахстане сеть народных светских школ. При жизни ему удалось открыть 4 двухклассных центральных русско-киргизских училища, 1 ремесленное училище, 1 женское училище, 5 волостных школ, 2 училища для детей русских поселян. По его инициативе была открыта учительская школа в городе Оренбург. Алтынсарин не только открывал светские народные школы, но и разрабатывал для них дидактические принципы обучения и воспитания детей, создал учебные и методические пособия, регулярно осуществлял инспекторский надзор, ежегодно посещая каждую школу, заботился о создании библиотеки при каждой школе. Около 3 лет потратил Ибрай Алтынсарин на разработку казахского алфавита на основе русской графики. Еще до назначения на должность инспектора школ Тургайской области Алтынсарин приступил к составлению учебных пособий для учащихся русско-казахских школ. Большую художественную, историческую и познавательную ценность представляет публицистическое наследие Ибрая Алтынсарина. Основную его часть составляет переписка казахского просветителя с русскими друзьями, учителями и различного ранга представителями народного образования. Ибрай Алтынсарин выступал и как ученый-этнограф. В его очерках вскрывается консервативная сущность патриархально-феодального быта и обычаев казахов. Особого внимания заслуживают труды и Алтынсарина, посвященные преобразованию социального экономического строя и хозяйственного быта казахского аула.